Чем занимаются ваши дети? Ну, старший сын уже там взрослый, ему там 30, сейчас будет 31 год, уже 30 лет сейчас. Вот он, кстати, работал, они все у меня еще в школьные годы работали. И, нет, не обязательно, в разных компаниях. Дочка работала в другой компании, а старший сын работал у нас в гоночной команде простым механиком, простым слесарем. Он варил, точил, резал, проработал месяц от и до, как положено. Получил зарплату. Ну, я говорю, как? Спина болит? Ну да, там тяжело. Ну как, это сам устал? Да, устал. Сколько заработал? Да. Вот когда ты теперь будешь покупать iPhone или еще что-то, ты должен понимать, вот сколько труда стоит этот телефон. Деньги – это мера труда. То же самое дочь у меня, она отработала в чужой компании, просто вот в очень сложных условиях, столько же, сколько получал. У нее еще не было никакого образования, была школьницей на уровне, по-моему, 9 класса. Она говорит, да, папа, я получила там, вот, 70 тысяч тенге. Вот, говорит, так. Я говорю, дочь поняла, почему надо учиться? Почему надо повышать квалификацию? Ну, даже когда ты это сделаешь, помни, что любой там шикарный автомобиль, который ты видишь, он не просто стоит там 200 или 300 тысяч долларов. Просто посчитай, сколько он стоит труда и разного труда. И это дает возможность гораздо лучше понимать людей, труда, простых профессий, которые вот мне часто задают вопросы. А мне очень понятно, потому что я сам работал простым слесарем, я чинил машины. Это мне, в общем-то, понятно. И я не говорю, что надо ремонтировать машины. Там, и так далее. Каждый выбирает по себе. Но ценить труд любого другого человека тоже надо.